Выставка «Лица Победы» – это фотолетопись Великой Отечественной войны. На этих кадрах отразились поворотные моменты военных событий. Оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, блокада Ленинграда, поверженный Берлин. Война никого не оставила в стороне. Она ворвалась в жизнь каждого советского человека, потребовав силы духа и мужественности. Даже от детей, женщин и стариков. В июне 1941 года Валентине Давыдовой было всего лишь 7 лет. Но все события, происходившие в родном городе Димитровграде Ульяновской области, навсегда врезались ей в память. Мы не были в районе оккупации. До нас враг не дошел. Но у нас в городе было очень много госпиталей. И мы, как дети, нас учительница возила в эти госпитали. Мы перед этими ранеными и песни пели, и стихи рассказывали, вот так. И я это очень много видела. Кто-то без руки, кто-то без ноги, кто-то с перевязанной головой. Все это было нам знакомо. В городе у нас формировались части, которые потом отправлялись на фронт. Даже в 1942 году у нас был Ворошилов. Великая Отечественная война длилась 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. День Победы навсегда останется трагичным, скорбным, но в то же время самым светлым праздником. Утром рано еще слышу, кто-то кричит: «Ура! Победа! Ура! Победа!» Оказывается, по радио первый секретарь горкома партии Илюхин был у нас такой. Он кричал это. В доме все подскочили. Все, значит, так. А мы очень грамотные были. И мы все равно пришли в школу в этот день. Я в 3 классе была. Вот. И, значит, пришли в школу, а нам говорят, значит, учительница: пожалуйста, ребята, домой оставьте сумки, оденьтесь празднично и пойдем на площадь. А там народу тьма тьмущая. Очень хороший день был, солнечный, светлый такой. Кто кого целовал, никто не разбирал. Все друг друга обнимали. Все друг друга так радовались, что дальше некуда. Во время Великой Отечественной войны на защиту Родины встали многие сыны и дочери Абхазии. Они сражались на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Из 55,5 тысяч воинов больше 17 тысяч не вернулись домой. Наш долг – бережно хранить память о них, передавая из поколения в поколение. Выставку могут посетить как взрослые, так и дети. Великая Отечественная война не должна быть просто параграфами в учебнике. Ведь нет семьи, которой бы она не затронула. Для гостей выставки был организован небольшой праздничный концерт. Со сцены прозвучали поздравления и слова благодарности в адрес ветеранов, а также известные песни военных и послевоенных лет. Выступления никого не оставили равнодушными, и было вдвойне приятно видеть улыбки на лицах ветеранов. По словам организатора, выставку планировалось провести еще в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие стало возможным только сейчас. Мероприятие организовано по инициативе посольства Российской Федерации. Перед Днем Победы, перед вот этим мощным таким праздником, нас попросили провести выставку фотографий. Мы собрали эти фотографии, помогло посольство, помогло Россотрудничество, Дом Москвы. Цель в основном – это патриотическое воспитание молодежи. Это сохранение той памяти, которая вот в нас, людях нашего поколения, еще живет, а молодежь-то мало знает об этой войне. И вклад Советского Союза, вклад наших ветеранов, наших прадедов и дедов, его нельзя забыть. Лица Победы дают нам возможность увидеть героев Великой Отечественной войны и сохранить в памяти их истории. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.